В Москве простились с выдающимся кардиохирургом, зам гендиректора по хирургии МИЦ кардиологии имени Чижова, академиком Ринатом Акчуриным. На траурной церемонии присутствовали супруга покойного Наталья Акчурина, сын Максим Акчурин, брат генерал-полковник Расим Акчурин, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр здравоохранения РТ Марсель Миннулин и другие. Активист автономии татар Москвы Амир Абясов получил приз за лучший дебют в рамках конкурсной программы 35-го открытого фестиваля документального кино «Россия». Из 512 конкурсных работ приза удостоились 7, в том числе документальный фильм «Амира. История одной мечты». Борец Кареш Динар Каримулин стал спортсменом года в рамках Всероссийской премии «Золотой пояс». Динар Каримулин был номинирован на премию благодаря серии побед на чемпионате России, чемпионате мира и играх стран БРИКС. В рамках республиканского конкурса «Культурная столица Татарстана» в Казани в культурно-развлекательном комплексе имени Владимира Ильича Ленина состоялся День культуры Нурлатского района. Для выступления на гала-концерте была приглашена артистка Татарского культурного центра города Москвы, солистка театра татарской песни «Тальян», заслуженная артистка Республики Татарстан Альфина Ахмеджан. Концерт «Осенние мотивы» прошел в ТКЦ. В нем приняли участие солистки вокальной студии заслуженного работника культуры Республики Татарстан Наилиду Сметовой, при участии заслуженного работника культуры Республики Мордовия Нурджихан Симаевой. В программе также выступили новый коллектив ТКЦ, ансамбль «Ихлас», фольклорный ансамбль «Акшерлак», исполнитель старинных татарских песен Юнис Такфитулин. Образовательная лекция известного исламского общественного деятеля Рустама Батрова «Мужчина, покоритель мира, женщина, избранница Бога. 3 главных секрета семейного счастья в исламе» прошла в Татарском культурном центре. Участники мероприятия ознакомились с мнением Рустама по различным вопросам исламского богословия, а также его взглядами на построение успешных отношений между мужчиной и женщиной. Есть очередная победа над собой. 71-летний активист автономии татар Москвы Хафиз Аляутдинов вновь вышел на дистанцию традиционного московского осеннего марафона и преодолел ее. В свои годы Хафиз Абзи живет полнокровной и активной жизнью. Представители Владивостока, депутат Думы Владивостока Виктор Тарабарин и бизнесмен Владимир Николаев отправились с гуманитарным конвоем в Курскую область. Глава автономии татар Москвы Фарид Фарисов вручил им именной подарок от муфтия шейха Равиля Гайнуддина, который будет передан командиру отдельной 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, Герою России, генералу Михаилу Гудкову.